Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Манова. Сегодня в выпуске. Обстановка в оздоровительном лагере Анапы, в котором отдыхают интинские дети, стабильная. Вспышек заболеваемости и карантинов нет. Инта за здоровый образ жизни. Ежегодно на придомовых территориях появляются современные спортивные комплексы. «Я рисую слово». В рамках конкурса книжных иллюстраций к столетию Республики Коми в Центральной библиотеке открылась творческая выставка. Стихия в Анапе вызвала беспокойство родителей, чьи дети сейчас отдыхают в оздоровительном лагере на базе санатория «Черноморская зорька». Санитарно-эпидемиологическая обстановка и вопросы безопасности детей находятся под пристальным вниманием контрольно-надзорных органов Республики Коми и Краснодарского края. Вспышек заболеваемости и карантинов нет, сообщает Минобрнауки Коми. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось под ударом стихии. Мощные ливни прошли в ряде населенных пунктов в курортной части региона. Обстановка в лагере Анапы, где отдыхают дети из Республики Коми, в том числе более 20 ребят из Инты, стабильна. Ситуация находится на контроле главы Республики Коми Владимира Уйба. Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова докладывает по ситуации в постоянном режиме. Эвакуация детей в другое место не требуется. Ребят в столовую отвозят на автобусе. Участники смены получают полноценное питание. На официальной странице Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в социальной сети ВКонтакте опубликован сюжет телерадиокомпании «Анапа Регион» с комментариями руководства лагеря и отдыхающих детей. Детям весело, им, скажем так, по-молодежному прикольно, потому что на автобусе туда-сюда разъезжают. Для них это приключение, что ли, скажем так. Паники у детей нет. Потому что на данный момент маленькие отряды у нас в корпусе, они занимались целый день, а взрослые все отряды на данный момент в клубе у них там идет киношка, мультик. Вода отступает потихоньку. Подвоз детей нами организован. Нам, в принципе, в этом помогли как надзорные органы города-курорта Анапы, это прокуратура города, так и администрация. То есть вопрос как решен самостоятельно с подвозом детей на питание и обратно в корпуса, но принимаются еще и дополнительные меры. На самом деле я бы хотела сказать, что вообще не испортил, потому что наши вожатые очень быстро нашли выход из этой ситуации, и мы в очень даже теплой компании проводим это время. В корпусах сухо, в столовой там? Да, у нас очень сухо, плюс мы установили специальный режим в нашей комнате, что как только мы входим в комнату, мы при входе снимаем обувь, поэтому у нас даже если небольшая лужа принесется в дом, то на кровати уж точно не будет мокро. Было непонятно сначала, мы сидели просто, ничего не делали. Нам приносили еду в корпус. Было скучно просто. Сейчас нормально? Да, сейчас все хорошо. Находить трудновато так-то. У нас домой, так что все хорошо у нас. А в корпусах, в других помещениях сухо? Да, сухо. По поручению главы Республики Коми Владимира Уйба уполномоченный по правам ребенка региона Татьяна Козлова выехала в оздоровительный лагерь «Черноморская зорька». По ее словам, ситуация в санатории нормализуется. Все дети регулярно проходят осмотр для раннего выявления первых признаков заболевания. Организована раздача медикаментов нуждающимся. Нахожусь с рабочей поездкой в санатории «Черноморская зорька» по поручению главы Республики Коми. Для устранения последствий после ливневых дождей и того склона, который бушевал на территории Анапы, конечно, сейчас привлечены огромное количество сил, включена администрация города Анапы, подключилась прокуратура города Анапы, и были выделены специальные автобусы для того, чтобы был осуществлен подвоз детей. Горячее питание для детей не прекращалось на протяжении всей чрезвычайной ситуации, оно продолжается. Те жалобы, которые поступают от родителей, они в ручном режиме решаются. Заключен договор с городской Анапской больницей вместе с санаторием «Черноморская зорька». При необходимости дети туда госпитализируются. К сожалению, из-за большого количества звонков и невозможности сотовой связи были прерваны общение между родителями и детьми, это вызывало беспокойство.
Но на сегодняшний день электричество подается, Wi-Fi точки работают, и мы очень надеемся, что в ближайшем времени в интересах детей эта ситуация разрешится. Для оперативного взаимодействия в лагере выделена горячая телефонная линия для родителей 8 989 241 2605. Круглосуточно работает номер оператора детского отдыха в Республике Коми Республиканского центра детей и молодежи 8 922 599 63 33. Жители дома 38 по улице Мира и близлежащих домов теперь могут заниматься физкультурой и спортом на свежем воздухе. Во дворе появился современный спорткомплекс с тренажерами. Благодаря активным интинцам, управляющей компании и проекту «Народный бюджет» в центре города установлена еще одна многофункциональная спортплощадка под навесом. Современный спортивный комплекс состоит из 10 тренажеров на разные группы мышц и шведской стенки. Управляющая компания «Интинская», которая обслуживает данный жилой фонд, самостоятельно провела работы по установке площадки. Установили основную конструкцию, сделали ее крышу, самое главное, установили элементы. И дальше мы залили основание бетонное, для того, чтобы все это было основательно, крепко и надежно. После этого мы поставили шведскую стенку. Под шведской стенкой основание еще будет доделываться. На сегодняшний день сделаны определенные заказы и мероприятия для того, чтобы нам сюда подвезли под основание дополнительные материалы. То есть работа еще пока по благоустройству у нас продолжится. Очень надеюсь, что данная площадка будет востребована. Востребована в первую очередь, конечно же, самими жильцы будут заниматься. Ну и добро пожаловать остальных, кто хочет оздоровиться. В доме Мира 38 проживает около 200 человек. Интинцы, живущие здесь и в соседних домах, старше 14 лет, смогут теперь заниматься спортом прямо на улице. Это под силу каждому, даже тем, кто еще не сталкивался с подобными тренажерами. Для удобства граждан на каждом снаряде установлен QR-код. Считав его при помощи телефона, можно увидеть инструкцию и пример упражнений. Живу я через дорогу, на Воркутинской, 16. И да, я буду приходить на эту площадку, потому что мы летом гуляем до озера Подковы, да, на обратном пути очень хорошо можно силовые упражнения поделать. И на лыжах мы тоже ходим от Северной 1. На обратном пути с лыжами сюда заходить можно и зимой, это очень удобно. Тренажеры все погодные, да, вот, круглогодичные. И после лыж, после пробежки тоже силовые упражнения. Прекрасно, на разные группы мышц. Замечательно. В прошлые годы по проекту «Народный бюджет» по линии Министерства физической культуры и спорта Республики Коми в Инте уже устанавливали спортивные комплексы. Но данные тренажеры отличаются, они более профессиональные. Именно такую площадку хотели жители Мира 38. Они выступили главными инициаторами данного проекта и планомерно добились его реализации. Я рад, что в нашем городе появилась еще одна спортивная площадка. Данный спортивный комплекс появился благодаря активным жителям данного дома, которые обратились в администрацию и приняли участие в программе «Народный бюджет». Я надеюсь, что эта площадка послужит стимулом для развития физкультуры в городе. Сегодня на улице Мира, дом 38, мы открываем спортивную площадку. Приурочили это открытие к Дню физкультурника, который прошел 14 августа. Площадка появилась благодаря инициативным жителям. Жители собрали документы, обратились в администрацию. И благодаря народному бюджету республика одобрила, и на сегодняшний день площадка установлена. Установлена управляющая компания, которая обслуживает данный дом. Установила, благоустроила, теперь будет контролировать и смотреть, чтобы все было в исправном состоянии. Считаю, что площадки такие нужны. В нынешнее время здоровье – это основное, что нам необходимо. Поэтому уверен, что будет востребовано. И думаю, даже с соседних дворов, соседних домов жители будут приходить заниматься. Символично, что новую спортивную площадку презентовали после Дня физкультурника. Поэтому было решено наградить несколько интинцев, посвятивших свою деятельность развитию спорта в нашем городе. Мэр города вручил им благодарственные письма администрации. Стоимость уличного спортивного комплекса около 680 тысяч рублей. Денежный вклад внесли также жители и управляющая компания в районе 5 тысяч рублей каждый.
В республике стартовал конкурс профессионального мастерства среди педагогов «Классный-классный». Минобрнауки Коми приглашает принять участие классных руководителей и воспитателей, сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций. Заявки принимаются до 9 сентября на сайте Коми Республиканского института развития образования. Целью конкурса является выявление и представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих высокие результаты воспитания и развития детей. «Классный-классный» делится на 2 тура – заочный и очный. Заочный включает в себя 3 испытания – видеовизитка, рефлексия как механизм развития воспитательной деятельности классного руководителя и мероприятие по антикоррупционному просвещению обучающихся. Очный тур включает испытания «Классный час» и новые формы и технологии в работе с родителями по обеспечению безопасности обучающихся. Как зарегистрировать права на недвижимость? Обо всех способах и нюансах данной процедуры интинцам рассказала заместитель начальника Воркутинского межмуниципального отдела управления регистрационной службы Елена Шкиль. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия, в рамках которой горожане получили ответы на все интересующие вопросы. Чаще всего интинцы осуществляют продажу или покупку квартир и гаражей. Как правило, это вторичные объекты недвижимости. Горожан интересует, как обезопасить себя при оформлении таких сделок. Я планирую приобрести квартиру, вторичное жилье. Вот чтобы не обмануться, все-таки сделки это все-таки квартира, а не что-то другое. Вот как можно проверить историю квартиры, участников сделки, чтобы на что обратить внимание в документах? Запросить информацию по данному объекту. И я предложила бы вам 2 вида информации. Выписку на объект, да? То есть тот объект, который вы хотите приобрести, планируете приобрести. Выписку на объект, в которой указываются все ограничения обременения. И второй вид права, информации, прошу прощения, я бы вам посоветовала заказать выписку о переходе прав на данный объект. То есть, если вы увидите, то есть, что дает выписка о переходе прав? Она указывает всех собственников этого объекта. Ну, я так предполагаю, вы квартиру планируете приобрести. Если вы увидите, там, например, 15-20 собственников, которые меняются через месяц, то, соответственно, или через 2 месяца, то тут можно уже как бы подумать, а что же все-таки, почему так? И, наверное, как бы отложить покупку такого объекта недвижимости, такой квартиры. Должна ли иметь квартира так называемый технический паспорт? Нужно ли его оформлять или приобретать недвижимость только с наличием такого документа? Специалист ответил и на эти вопросы. На сегодняшний день, я так предполагаю, 90% объектов, жилых помещений в целом, наверное, по Российской Федерации стоят на учете. То есть, если вы приобретаете квартиру в многоквартирном доме, 99% она должна стоять на учете, на кадастровом учете, то есть в ЕГРН, в Едином государственном реестре недвижимости. И, соответственно, никакая техническая документация, что вы имеете в виду, о чем вы говорите, технический паспорт, его предоставлять не требуется. Другое дело, если... какая ситуация? Если вы надумаете свой гараж продавать, вот здесь уже начинается другая песня. Это конкретно по городу Инте. Вот в этом случае у нас, как правило, права есть, да, как бы документ правоустанавливающего гражданина на руках есть, а гараж фактически в кадастре не стоит, то в этом случае у гражданина возникает необходимость заказать у кадастрового инженера технический план для постановки данного объекта недвижимости гаража на кадастровый учет. Вот здесь да, но это технический план называется. Интинцев интересует процедура оформления продажи квартиры. Зачастую жилье хотят отдать родственникам и не знают, как лучше оформить такую сделку. Вот мы с мужем разведены уже 10 лет, даже чуть больше. Вот я бы хотела сейчас, как мне оформить, а я собственник квартиры, я хочу оформить на него квартиру. Каким образом мне дешевле, мне 70 лет. Вот. И я бы хотела узнать, как это сделать и куда обратиться более экономно и быстрее. У нас сегодня 2 направления. Одно – дарение, второе – это заключение договора купли-продажи.
Так как вы разведены на сегодняшний день, да, супруга и супругами не являетесь близкими родственниками, соответственно, я бы вам не рекомендовала заключать договор дарения квартиры. А в данной конкретной ситуации посоветовала бы вам заключить договор купли-продажи квартиры, где вы можете, договор возможно заключить в простой письменной форме, пожалуйста. Скажите еще раз, повторите, не поняла последнее слово. Договор купли-продажи квартиры можно заключить в простой письменной форме. Ой, как здорово. Вот я переспросила, потому что что-то не так, наверное. Да, обязательному нотариальному удостоверению в вашем конкретном случае, нотариального удостоверения сделки, договора о купле-продаже квартиры, вам не требуется. Вы можете, если у вас есть возможность и способности, сами составить этот договор. Можете обратиться в МФЦ, когда будете сдавать документы. За определенную плату сотрудники МФЦ составляют договоры. Можете обратиться к нашим нотариусам, они тоже осуществляют платные услуги по составлению простых, в смысле договоров купли-продажи в простой письменной форме. На данный момент для регистрации прав собственности не требуется нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры. Обращаться к специалисту-нотариусу можно только в строго оговоренных законодательством случаях. На сегодняшний день законодательство требует обязательное нотариальное удостоверение сделок, совершенных с долей в праве, неважно, квартира, гараж, я так, то, что чаще всего граждан интересует, потому что основными заявителями являются у нас граждане, в том числе и юридические, конечно, лица. Все, что касается распоряжения долей в праве, все подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Это как бы первый блок, сделок. Второй, когда объект недвижимости, неважно, жилое помещение, гараж или еще иной объект, садовый домик, дом, земельный участок, принадлежит несовершеннолетнему или гражданину, недееспособному гражданину. В этом случае, во-первых, сделка совершается с предварительного согласия органов опеки, и такие сделки также подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Когда объект приобретается супругами в общую долевую собственность, общее совместное имущество, поэтому этот договор также подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если, например, если супруги или супруга приобрели квартиру в собственность, или в общую совместную собственность супруги за счет средств материнского капитала и за счет своих личных средств, то при определении долей на членов семьи, и в том числе маму, папу и детей, тоже такой документ тоже подлежит обязательному нотариальному удостоверению. То есть этот документ выдает нотариус. Заявление на регистрацию прав собственности можно подать в электронном виде на портале госуслуг, либо лично в многофункциональном центре «Мои документы». В Инте МФЦ находится по адресу улица Мира, дом 15. С июня этого года все МФЦ, я так предполагаю, что вся Российская Федерация, принимают документы на любой объект Российской Федерации. Уточняю, то есть до 1 июня так документы у нас, конкретно по нашему городу, Мира 15, принимали документы только, которые расположены на территории субъекта, на территории Республики Коми. С 1 июня сотрудники МФЦ принимают документы на любой объект Российской Федерации. Ярославль, Краснодарский край, Краснодар, Киров. Что еще сейчас как раз я выдавала. То есть очень удобно. Многие горожане помнят, что раньше на руки выдавался документ, который подтверждал право собственности на тот или иной объект недвижимости. Свидетельство было цветным и красиво оформленным. Сейчас его вид изменился. До 15 июля 2016 года выдавались свидетельства на всей территории Российской Федерации. После этого мы стали выдавать выписки. Выписки были разные. Выписочка в 2016 году была такая масенькая, в книжном варианте на одном листочке. На сегодняшний день, если вы видели, выдается выписка в альбомном формате листочки. И первый раздел – описание объекта, второй – права, и последний – это схема. В завершении прямой линии заместитель начальника Воркутинского межмуниципального отдела управления регистрационной службы Елена Шкиль обратилась к интинцам с важной информацией.
Все права на недвижимое имущество, которые были зарегистрированы до 31 января 1998 года, они носят название, имеют название «ранее возникшие». Налоговым кодексом с 1 января 2021 года внесены изменения по оплате госпошлины, где говорится, что за регистрацию граждане-заявители освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию ранее возникших прав. Поэтому сегодня я призываю всех граждан, всех жителей Инты при возможности обращаться в МФЦ за подтверждением своих прав, за регистрацией своих прав на квартиры. Гаражи не обещают, гаражи не стоят на учете, там сложности, а квартиры, они все стоят практически 99%, поэтому я предлагаю интимцам зарегистрировать свои права, ранее возникшие. Это документ должен быть с датой до 31 января 1998 года. В этом случае мы регистрируем гражданам права бесплатно. Более подробную информацию о официальной регистрации прав на недвижимость или заказать отчет из ЕГРН можно на сайте Росреестра. Республика Коми готовится к главному событию 2021 года – столетию региона. В честь векового юбилея во всех муниципалитетах организованы тематические культурные, образовательные и просветительские проекты. При строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований проводятся праздничные мероприятия. Различные игры, конкурсы, экспозиции. Необычная творческая выставка открылась на днях в Центральной библиотеке. Сотрудники учреждения приглашают интинцев за хорошим настроением и положительными впечатлениями. С 16 августа в Центральной библиотеке состоялось открытие выставки «Я рисую слово». Она вобрала в себя творческие работы юных интинцев, представленные на одноименный конкурс, приуроченный столетию Республики Коми. Открывая мероприятие, слово для выступления предоставили ребятам, подготовившим поздравления в адрес любимого региона. Республика Коми, родная земля, здесь чистые реки, леса и поля. Цветы здесь растут такой красоты, что мир обойди, не сыщешь таких. И солнце, и звезды, и месяц у нас всегда так красиво на небе горят. И если бы ты оказался у нас, воспел бы в стихах Коми краю в тот же час. И люди здесь все, большая семья. И дверь к нам для всех открыта всегда. В Коми крае я живу, край свой очень я люблю. Здесь небо радугой цветной наряжается зимой, а хозяйка непогоды наметет таких сугробов. Вот забава детворе, можно прыгать, кувыркаться, с горок весело кататься. В Коми крае я живу, край свой очень я люблю. Здесь тундра летом расцветает, за дарами приглашает. Прячется в листве морожка, собирай скорее в лукошко. И брусника, и грибы, поищи-ка, поищи. В Коми крае я живу, край свой очень я люблю. Здесь родился я, друзья, это родина моя. Багрянцем пылают над Пармой рассветы, полночные звезды тускнеют вдали. Мы наши сердца отдаем беззаветно и будням, и праздникам Коми земли. Кто раз побывал здесь, тот помнит и знает, работаю славится наш человек. Мы песни слагаем о доблестном крае, земля эта щедрая в сердце навек. Расти, процветай, всем на радость живущим, к столетию уверенно, смело пришли. И верим, что мы в недалеком грядущем прославим наш край на просторах страны. Заснеженная, щедрая, лесная, бурлящих рек, крутые берега, таежная от края до края, земля зарян, ты сердцу дорога. Брусничный дух, черемухи дыхание, лилового багулика настой. Не дышим мы, а пьем благоухание твоей земли суровой и лесной. Как в гимне том, союз наш нерушимый, единой стала нам судьба твоя. Поклон тебе, нижайший край родимый, любимая республика моя.
Участие в конкурсе книжных иллюстраций приняли более 30 интинцев. Поделиться своим творчеством и побороться за звание победителя мог любой желающий старше 12 лет. Но самыми активными оказались дети. Большая часть участников – воспитанники художественного отделения детской школы искусств. Моя картина называется «Луговые цветы». Я ее рисовала, и мне помогал мой учитель Екатерина Владимировна Шепеленко. Я занимаюсь уже где-то 1 год, и когда я рисовала, я сначала рисовала акварелью, а потом уже я рисовала пастелью. Мне нравится работа моей подруги Анастасии Домниной. Мне очень понравилось, как она нарисовала птицу и человека. И мне понравилось, где нарисована инта мелком. Я учусь в детской художественной школе и нарисовал это, потому что видел много чего похожего и решил отобразить это на своем рисунке. Ображено вид снизу на гору, на которой деревья и северное сияние на небе. Для себя отметил работу леса и отчаянную. Очень красиво сделаны и реалистично. Каждая работа – это иллюстрация к произведениям коми-авторов, поэтов и прозаиков, людей, проживающих на территории нашего региона, а также пишущих о Республике Коми. Это было одним из важных условий конкурсной работы. Каждый юный художник представил на суд зрителей свои образы, навеянные прочтением того или иного стиха. Кому-то удалось быстро определиться с материалами, оттенками и перенести свои мысли на холст. Некоторым потребовалось больше времени. Рисовала я ее примерно полгода, потому что были перерывы, иногда не было вдохновения на нее. Но было рисовать сложно, потому что гамма такая интересная очень. Много разных цветов подобрано под картину. Все работы индивидуальны и не похожи друг на друга. Выполнены в самых разных техниках и различными материалами. Карандашные зарисовки, акварельные рисунки, работы гуашью. Богатство красок и эмоций завораживает и пленяет посетителей. Дети вкладывали труд в свои работы. И для каждого это что-то значит. Выставка творческих работ будет функционировать на протяжении месяца. Повлиять на выбор призеров конкурса может каждый. Для этого нужно посетить выставку, выбрать понравившуюся работу и оставить свой отзыв. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.